Это Китай. Страна, где встречаются древность и современность, традиции и технологии. Мы приехали сюда не просто как туристы, а как журналисты, чтобы увидеть, услышать и рассказать. Это путешествие «Взгляд изнутри», попытка понять настоящий Китай глазами очевидца. Наш путь начался в Чанша, столице провинции Хунань. Здесь нас тепло встретили, и уже на следующий день стартовали 20-дневные интенсивные курсы. Пока учеба не началась, мы окунулись в повседневную жизнь города, прогуливаясь по Тайпин-стрит, оживленной улице, где приплетаются старина и современность. От мелких игрушек и украшений до ароматной уличной еды. Здесь можно почувствовать дух настоящего Китая. Тайпин-стрит – это не просто улица, это ярмарка жизни. Здесь история живет в каждой витрине. А запахи, звуки и краски превращают прогулку в настоящий культурный праздник. Мы шли по каменной мостовой среды традиционных фасадов среди сотен прохожих, спешащих по делам или просто гуляющих. Игрушки, заколки, чаи, уличная еда, китайская каллиграфия и керамика. Каждый шаг открывает что-то новое. Здесь можно не только купить сувенир, но и прикоснуться к повседневной жизни современного Китая. Тайпин-стрит – это зеркало того, как Китай сочетает древние корни с духом времени. И это одна из тех улиц, которые остаются в памяти навсегда. В самом центре Чанши, посреди реки Цяньцзян, расположен уникальный уголок природы – Мандариновый остров. Название не случайно. Раньше здесь действительно выращивали мандарины, а само место считалось духовным центром. Когда-то остров посещал великий поэт Ду Фу. Его стихи до сих пор цитируют в китайских школах. Сегодня остров – это символ гармонии города и природы. Здесь можно отдохнуть, погулять среди садов или просто послушать, как шепчет река. А для нас это была передышка, которая заставила по-новому взглянуть на китайскую культуру. Мандариновый остров – тихий уголок с ярким вкусом. Здесь аромат фруктов наполняет воздух, а каждый плод – результат терпеливого труда. Увидеть Китай мало, его нужно попробовать. Чанша – один из кулинарных центров Китая, и его кухня известна
остротой, ароматом и красотой подачи. Вот лишь некоторые из местных блюд. Стенки тофу, как на переводе вонючий тофу. Блюдо с сильным запахом, но удивительным вкусом. Кисло-острая лапша и баклажаны по-хунански, рыба в перце чили. Настоящее испытание для любителей острых ощущений. Здесь все в деталях, как резать овощи, как подавать рис, как заваривать чай. Через еду мы признаем историю, а в истории понимание. Мы также были в Сиане, одном из древнейших городов Китая. И именно там нас ждал момент, который забыть невозможно. Мы увидели собственными глазами знаменитую терракотовую армию, погребенные воины, охраняющие покой императора Цинь Шихуанди уже более 2000 лет. Это не просто археология. Это молчаливая армия прошлого, в которой ни один воин не повторяется. Мы прошли по улицам старого города, коснулись стен, которые помнят династии и падения, и почувствовали дух Великой Империи. Сиань – древняя столица 13 китайских династий. Именно отсюда начался Великий Шелковый путь. Город, где каждая улица – страница истории, где прошлое говорит с нами на языке камня, глины и реликвии. Сиань подарил нам особое чувство сопричастности к чему-то великому и вечному. Хочу напомнить, что в рамках нашего визита в Китай мы также приняли участие в международном семинаре для молодых медиаспециалистов. Вернувшись в город Чанша, мы продолжили обучение в гостинице, где регулярно проходят международные конференции и образовательные программы. Эти занятия стали для нас уникальной возможностью не только углубить свои знания, но и обменяться профессиональным опытом, обсудить актуальные вызовы в сфере медиа, а главное наладить ценные связи с коллегами из разных стран Центральной Азии. Образование не просто передача знаний, это обмен, открытие, общение. Наши занятия стали настоящей международной платформой, где встречались идеи, опыты и мечты представителей разных стран Центральной Азии. Мы слушали лекции китайских преподавателей и специалистов медиаиндустрии, участвовали в дискуссиях, делились своим опытом. Важно не только чему нас учили, но и как. Китайские преподаватели поощряли активность, задавали вопросы, помогали нам глубже понять тренды современных СМИ.
Этот образовательный опыт – кирпичик, фундамент будущей медиасреды региона. Чанцзядзе – уникальный природный парк, прославленный своими парящими горами и стеклянным мостом. Хотя погода помешала нам подняться на вершины, современные технологии VR-очки позволили нам увидеть эти пейзажи с высоты, словно паря в воздухе. Мы испытали острые ощущения, опускаясь на зиплайне, и насладились прогулкой на традиционной лодке по озеру, погрузившись в первозданную красоту природы. Чанцзядзе – это напоминание, что в мире еще есть уголки, где хочется просто стоять и смотреть молча, и помнить, что мы часть этой невероятной планеты. Одним из ярких впечатлений стало посещение Mango TV и нескольких газет, а также телевидения, крупнейших региональных телеканалов провинции Хунань. В этом медиацентре сосредоточены радио, телевидение и цифровые платформы. Мы увидели, как создаются программы, познакомились с профессионалами, узнали о самых популярных каналах и специфике работы китайских СМИ. Mango TV – это целый медиакомплекс, здесь сосредоточены телевидение, радио и интернет-платформы. Это сердце региональной информации, ритм которого мы почувствовали изнутри. Мы побывали в студиях, где снимаются передачи, посмотрели, как монтируются выпуски новостей, как работают журналисты. Для нас, как журналистов, это была возможность заглянуть за кулисы индустрии и понять, как работает китайское телевидение. On the 23rd of July, 15 members of the Central Asian Young Media Practitioners Workshop paid a visit to Changsha Evening News for exchanges. Of them successfully assumed a new identity as specially appointed overseas correspondents for Changsha Evening News. Хотела поблагодарить за оказанную честь. It is a great honor to be among the special overseas correspondents for Changsha Evening News. I see this as a testament to the trust placed in me, my workplace, and my country. I believe such cooperation in the media sector also lays excellent groundwork for future collaboration between our two nations. Undoubtedly, the biggest takeaway from this trip to China is learning about how technology empowers media. I've noticed that China employs a great deal of emerging technologies in content production. These are truly worth our learning. We hope to explore new collaborations in this area moving forward.
За 20 дней мы увидели Китай во всей его многогранности. От динамичной жизни Чанша и древних легенд Сианя до величия природных ландшафтов Чанцзэцэ и современной медиасферы Хунани. Это путешествие стало для нас не просто репортажем, а настоящим погружением, которое оставило глубокий след в сердце. Это Китай глазами журналиста. Позади 20 дней впечатлений, знаний, открытий. Мы увидели Китай во всех его проявлениях, в старинных улицах и современных студиях, в горах, еде, лицах и голосах. Это была не просто поездка, это был репортаж, где каждый кадр – чувство. Мы пришли с багажом истории, которые теперь готовы рассказать вам. Потому что смотреть на мир глазами журналиста значит быть внимательным, честным и открытым. Это Китай, и это наша история.